Всем привет! Я сегодня вам хочу рассказать о убийцах животных. В году более миллиона людей умирает от рук животных. И сегодня мы посмотрим, кто любит человеческое мясо и кто гонится за людьми на охоте. И все-таки нам стоит знать своего врага. Так что поехали! На 25-м месте у нас волк. Питание волков обычно не состоит из человека, однако каждый год от волков погибает несколько сотен людей. На 24-м месте у нас собака Динго. Это еще одно животное, которое редко нападает на человека, но если это происходит, то в основном в Австралии. На 23-м строке у нас быки. Быки, как и лошади по природе, не являются убийцами человека, но из-за несчастных случаев во время родео, распространенных в странах как США, Канада, Мексика и другие, погибает несколько людей в году. На 22-м месте у нас пауки. Хотя пауки довольно маленькие животные, но они могут вызвать сильную боль и иногда смерть. Каждый год от укусов пауков погибает несколько людей. Большинство из них дети, которые не сразу обращаются за помощью после укусов. Особенно опасно считаются укусов пауков по имени черной вдовы и коричневого отшельника. На 21-м месте у нас медведи. Медведи обычно избегают людей, но они все равно опасны и могут легко убить человека. Считается, что каждый год от медведей погибает около 10 человек. На 20-м месте у нас акулы. Каждый год акулы нападают в среднем на 75 людей. Из них 10 случаев являются смертельными. Чаще всего нападают большие белые акулы и акулы-быки. На 19-м месте у нас леопарды. Хотя полной базы данных нападений леопардов не существует, стычки леопардов и людей довольно распространенные в Индии. Так, например, в году леопарды убивают более 15 человек. На 18-м месте у нас лошади. У лошадей, как правило, нет намерения причинить вреда или убить человека. Однако во время езды на лошадях нередко происходит несчастный случай, что уносит жизни несколько десяток людей. На 17-м месте у нас коровы. Коровы кажутся довольно короткими существами, но они могут быть очень опасными, если их провоцировать. Каждый год погибает несколько десяток людей, в основном от ударов при брыкании. На 16-м месте муравьи. В это трудно поверить, но каждый год от муравьев погибает около 30 человек. На 15-м месте пчелы. Несмотря на маленькие размеры, пчелы могут убить человека. В основном вызывают аллергическую реакцию. Каждый год от пчел погибает более 50 людей. И это число будет расти из-за органических африканизированных пчел. На 14-м месте у нас африканские львы. Люди обычно не являются частью питания львов, так как они предпочитают животных с большим количеством мяса. Однако известно, что львы могут охотиться на людей, и около 70 людей погибает каждый год от львов. На 13-м месте медузы. Многие люди знают, что медуза способна больно жалить своими щупальцами, и многие люди от этого погибают. Так, например, согласно медицинскому журналу Австралии, медузы приводят к смерти в 15-30 раз больше количество людей, чем непровоцированных акул во всем мире. На 12-м месте тигры. Тигры убили больше людей, чем любые другие большие кошки. По некоторым данным, от десятков до сотни людей погибают от лап диких тигров, не включая тех, кто живет не по воле. На 11-м месте олени. Оленьи рога могут быть смертельными для людей, однако большинство смертей, вызванных оленями, происходит не из-за ихних рогов, а из-за ихних несчастных случаев на дороге. Олени часто переходят дорогу и останавливаются посередине дороги, вызывая столкновение машин. Около 120 людей умирает каждый год из-за оленей. На 10-м месте домашние собаки. Каждый год несколько сотен людей погибают от нападений собак. Если их провоцировать, домашние и бродячие собаки могут быть
так же опасно, как и дикие животные. Стоит заметить, что самые агрессивные действия со стороны собак являются результатом неправильного поведения человека. На 9-м месте африканские буйволы. Это тяжелое животное весом, которое может достичь до 1,5 тонны. Эти животные нападают на людей с помощью острых рогов, особенно если чувствуют опасность. Согласно статистике, они вызывают около 200 смертей в году. На 8-м месте у нас слоны. Крупные слоны могут быть очень опасными в случае их провокации. Самое крупное животное может весить до 7000 килограммов и достичь роста 4 метров. От слонов погибает около 500 людей каждый год. На 7-м месте крокодилы. Эти огромные и очень опасные животные, которые способны сливаться с окружной средой и становиться смертельными машинами в воде. Около 2500 людей погибает каждый год от крокодилов. На 6-м месте гиппопотамы. Считаются самыми опасными животными Африки. Кажутся довольно миролюбивыми млекопитающими, однако довольно жестокими в случае провокации. Каждый год от гиппопотамов погибает около 2900 людей. На 5-м месте скорпионы, одни из древнейших животных на Земле. Скорпионы превратились из морских существ в опасные земные животные 340 миллионов лет тому назад. В мире существует от 1300 до 2000 видов скорпионов, но только 25 из них содержат яд, который достаточно опасен, чтобы убить человека. Тем не менее, от 1000 до 5000 людей умирают от скорпионов каждый год. На 4-м месте змеи. Если вы боитесь змей, ваш страх оправдан. Змеи убивают в среднем 50 000 людей в мире каждый год. Большинство смертей вызывается змеями, которые напуганы присутствием и действиями людей. На 3-м месте муха ЦЦ, распространяющая сонную болезнь, от которого страдают около 500 000 людей, 18% из которых умирают. На 2-м месте комары, одни из самых маленьких животных в этом списке, но среди самых смертельных. Эти насекомые переносят смертельные болезни, такие как малярия и лихорадка денге, которые убивают около 1 миллиона людей в год. На 1-м месте мы, люди, человеки. Хотя это довольно предсказуемое окончание этого списка. Никто еще так не преуспел к убийствам людей, как сами люди. А на конце вот такой печальный и реальный факт. Убийцей людей являются сами люди. Так что давайте жить дружно. А кому понравилось видео, поставьте лайки, пальцы вверх, пишите комментарии. И наконец-то не забудьте подписаться. Я, как всегда, вас не пущу скучать. Пока!